Глава Республики Ингушетия Махмуд Али Макшарипович Калиматов. Сотрудники администрации главы и правительства Ингушетии, Управления регионального Роспотребнадзора, МЧС, представители СМИ и общественники. В зале администрации главы республики сегодня награждают людей, которые показали себя в различных направлениях. Махмуд Али Калиматов назвал собравшихся замечательными людьми, которые достойны высоких оценок и похвалы. Мы отвечаем мужественных, храбрых, достойных людей, которые приносят и приносили только добро своим трудом, знаниями нашей республики и в целом России. Люди, которые хотят жить ради семьи, ради Родины маленькой, ради большой Родины. Поэтому, если брать, у нас были всегда заслуженные люди, которые выполняли свою работу достойно. И вот продолжателям вот тех наших добрых, достойных людей, их работы, их видения этой жизни и труда являетесь сегодня вы. Ваша добросовестная и плодотворная деятельность, многолетний труд и самоотверженное служение родному государству – гарантия благополучия, процветания Ингушетии. Хотел бы процитировать президента Владимира Владимировича Путина, нашего президента, что любовь к Отечеству, к своим землякам, согражданам, мощная движущая сила, она побуждает к достижениям и победам. Это в действительности так. В каждом из нас крепка любовь к своей родине, искреннее желание видеть многонациональную Россию во все времена свободным, богатым, независимым и счастливым государством. Ради этого наши воины сражаются в зоне СВО. Отстаивают интересы Российской Федерации. Замечательные люди совершают трудовые подвиги, добиваются огромных успехов в науке, в спорте, производстве сельского хозяйства, строительстве, медицине и других направлениях. Награждая отдельного человека, мы фактически отмечаем успех всей Ингушетии. Эти награды – один из важнейших этапов вашего достойного жизненного пути. В числе первых одну из самых высоких наград вручают Заре Гетагазовой. Заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора удостоена ордена Пирогова. Награда была учреждена указом президента России в 2020 году. Ее вручают за самоотверженность при оказании медицинской помощи в сложных условиях. Это очень высокая награда, и это награда всего нашего коллектива управления Роспотребнадзора по Республике Ингушетия. Это коллектив, который своим каждодневным трудом, ненормированным рабочим днем, когда нужно, никто не заикается ни о том, что рабочий день закончился, ни о том, что выходные, праздники какие-то. Сотрудники выходят, работают и делают каждодневно, может быть, незаметно для большого количества населения нашей республики. Но мы всегда на работе. Каждая из этих наград – показатель развития и совершенствования профессиональных навыков. Глава Ингушетии вручает высокие награды и отличия работникам разных сфер. В числе награждаемых и премьер Владимир Сластенин, который, являясь председателем правительства со своей командой, за 4 года достиг значительных успехов. Сам он выделил достижения в сельском хозяйстве и промышленности. Во-первых, я благодарю за столь высокую оценку нашего труда. Действительно, эта награда, наверное, принадлежит всему коллективу нашему, и администрации, и правительству. И я буквально назову несколько цифр. Вот, сегодня практически исполняется 4 года, как меня назначили исполняющим обязанности председателя правительства. 1408 дней на пик. И когда мы с вами пришли, мы стали считать, у нас 1,5 миллиарда всего доходов НДФЛ было. Разрушенное сельское хозяйство и промышленность в отсталом виде. И мы поняли одно, что мы не вытянем республику с 12 миллиардами долгами, если начнем развивать промышленность и сельское хозяйство. Поэтому мы сегодня видим у нас 26 успешно работающих предприятий,
которые дают только одних налогов НДФЛ до 9 миллиардов. У нас сегодня сельское хозяйство 12 центнеров с гектара собирает 40 центнеров. Практически в этом году 280 тысяч тонн зерна мы собрали. Значит, меры бюджетного принуждения 12 миллиардов. Мы с ними справились. За эти 4 года построено 325 объектов строительных. Из них 90 школ, 63 детских сада, 21 учреждение здравоохранения, 9 дворцов культуры, практически в каждом районе у нас ДК теперь есть, 11 спортивных объектов и 66 объектов инфраструктуры. Только в школах у нас добавилось 48 тысяч мест учебных и в детских садах 13 тысяч. Мы ушли с 3-й смены, мы практически ушли со 2-й смены. На сегодняшний день 29 школ капитально отремонтированы, 2 дома ветеранов введены в строй, 700 тысяч квадратных метров жилья построено за эти годы, отремонтировано 59 дворовых территорий, 194 общественных территорий, 3700 человек переселено из ветхого аварийного жилья. И вы знаете, что большие программы работают по подготовке и развитию воды, строительства. У нас есть впереди наши грандиозные планы. Еще раз спасибо большое за награду. Служу Отечеству. В числе награждаемых и те, кто в прямом смысле по зову долга спасают жизни. Государственные награды получают работники МЧС республики. Днем и ночью они стоят на защите здоровья и жизни граждан. Магомед Добриев посвятил этому делу более 20 лет. Ну, конкретно у нас спасатели одна задача. Всегда всем помогать, спасать и предотвращать. Конечно, всегда всем, наверное, принять, что когда их работу ценят. Участники такой церемонии всегда и везде являются собой яркие примеры ответственного отношения к делу, инициативности и профессионализма. Сегодня хотел поблагодарить главу республики, наши многие социальные работники, которые трудятся с пожилыми людьми, были отмечены главой республики, правительством, министерством нашей республики. Это очень отрадно. Наш социальный работник был приглашен, Совет Федерации приглашен. Также наш коллектив была благодарность от полномочного представителя Северно-Кавказского федерального округа Юрия Яковлевича Чайка. Тоже очень отрадно. Мы будем стараться и будем трудиться на благо нашей республики, наших пожилых людей и инвалидов. Благодарность за отмеченный труд выражают по-разному, в том числе и в стихах. Глава Ингушетии, поздравляя награжденных, отметил, что благодаря примерам их трудовой деятельности у молодежи республики есть на кого равняться, с кого брать пример. Государственными наградами также отмечены и наши коллеги. Журналистам ВГТРК Ингушетия вручили почетное звание «Заслуженный журналист республики». Муслим Ганиев, Султан Булгучев, Юсуп Ханиев, Рахман Цуров. Новости 24.